Только в этом году на работу в Ухтинскую городскую больницу номер 1 поступило 10 молодых специалистов. Причины такого потока две – деньги и сама практика. С финансами все просто. В России вот уже 5 лет действует программа «Земский доктор». Государство дает молодым врачам 1 000 000 рублей на жилье. Взамен специалист работает в сельской местности минимум 5 лет. Однако у новобранцев медкорпуса, как выясняется, в приоритете не только денежный вопрос. Отточить свои профессиональные навыки на местах зачастую проще. Для меня, как для молодого специалиста, то есть важен больше практический опыт, то есть в плане операций. Вот. Ну и как бы здесь я нашел себя, как бы и коллектив хороший, то есть есть у кого и чему поучиться. Вот. А раньше я работал там в поликлинике, но как бы тоже, мягко, скажем, не сказал бы, что все, то есть не сказал бы, что что-то мешало, но как бы все равно хотелось поближе к стационару. В 2015 году Ильяс окончил Ярославский медицинский университет, через год интернатуру. Врачу 25 лет, но он, как и другие молодые коллеги, порой вызывает недоверие у пациентов. И если суровый дагестанский врач сталкивается с этим нечасто, то вот с еще одной находкой больницы, очаровательным офтальмологом Марией Дудник, пациенты ведут себя гораздо откровеннее. Вообще все по-разному реагируют. Есть те, кто, наоборот, рад, что именно молодой доктор, так как они считают, что у нас молодая, свежая информация, и поэтому они считают, что да, хорошо, что доктор молодой. Кто-то считает, что ой, да вы же школьница, да вы вообще, наверное, не доктор, вы, наверное, медсестра здесь сидите. Поэтому все реагируют абсолютно по-разному. Так как сейчас все проходят обучение и более доступна конференция, даже если ты не можешь приехать непосредственно, то это сейчас все транслируется онлайн, поэтому я думаю, что при желании все и уже более старшие коллеги, если они желают именно обучиться, то они обучаются, и поэтому я не думаю, что здесь это какая-то проблема в возрасте. Мария называет свой переезд в «Жемчужину Севера» спонтанным. Говорит, была вакансия, вот и приехала. Прежде жила в Кирове. Но без сомнений поменяла место жительства ради любимой работы. Столь же смело поступил и врач-травматолог-ортопед Магомед Гаджиев. Он переехал в суровый Коми-край из теплого Дагестана, но снег за окном и тайгу за порогом его, похоже, не сильно пугает. В Ухте буду работать. Мне здесь нравится. Да. Пока лучше этого ничего не вижу. А вас не пугает местная погода? Нет, наоборот. Нравится. Я четверть века прожил на юге, теперь хочу на севере попробовать, каково это. Вне зависимости от причин переезда, все молодые врачи отмечают как саму больницу, так и коллег. Говорят, работать в Ухте приходится под руководством опытных товарищей, а это ускоряет погружение в специальность. Молодые специалисты не хотят быть управленцами. В будущем они видят себя именно практиками. Константин Куратов, Мария Катцова, Олег Белькеев, телеканал Юрган, Ухта.